А я не могу его вот так вот окном оставить, чтобы не закрывать. В одной И тут же открыть. намазал в другой, еще Два, реакция, чтобы у меня два дальше окна. как раз покрывается. Ну, наверное, скорее высыпали, я не знаю, что будет. Вот, не знаю. Слушай, вот у нас странное дребезжение в котле. Подожди, а
Нам здесь видишь, что там шарного цвета. Чем больше девайсов, тем это просто хотел кинуть. Нет, там вообще ничего нет. Я не знаю, как это сделали. Я просто вообще интернет захватил. Ну, захожу, показывает. Даже хватать вырвал постоянно. И еще там птички там. Что-то их сегодня нет, да? Да. Ничего не дали. Да? Не дали птички. Я такой, я подумал, мне так глюканул. Ты как не обращай внимания, правда? А там еще это лето. Доброе утро, дорогая церковь. У нас уже входит в привычку, мы немножко начинаем задерживать, чтобы люди подошли. Хотя у нас начало в 11 часов. У меня просьба просто, кто внизу есть, поднимайтесь, пожалуйста. Также приветствую всех, кто нас смотрит онлайн. У нас люди появились, которые давно не было, кто болел. Я вот вижу, слава Богу, за вас. Давайте мы помолимся, и мы прославим Господа, мы будем начинать наше собрание. Хорошо? Вы готовы? Аллилуйя, Господь! Отец, мы благодарим Тебя за эту милость и благодать, которую Ты имеешь к нам. За этот день чудесный. За возможность, которую Ты даешь, чтобы приходить сюда, поклоняться Тебе, славить Тебя. Господь, мы отдаем это собрание в Твои руки. И наши сердца, они наполнены ожиданием.
Мы ожидаем от Тебя, и мы провозглашаем, что это собрание, оно принадлежит Тебе. Как и эта церковь, она принадлежит Тебе. Мы простираем свои руки к Тебе. И мы просим Тебя, Господи, наполни нас. Двигайся, как Ты хочешь. Дай нам переживать Тебя, дай нам слышать голос Твой, дай нам знать волю Твою, Господи. Отдаем это собрание в Твои руки. Ты твори, что хочешь, Господь. Используй нас для того, чтобы мы могли послужить друг другу. Используй наших братьев и сестер, чтобы они могли послужить нам. Ты можешь двигаться через любого человека, Господь. Мы никак Тебя не ограничиваем. Мы ожидаем от Тебя. Мы в предвкушении. И все, что мы, Господь, мы делаем для того, чтобы принести Тебе всю славу. И Тебе всю хвалу. Ибо Ты достоин. Давайте мы прославим Господа. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать хвалу и славить Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами.
во благо, любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, ты все такое же вовеки. Любовь твоя
ведь я дитя царя. Ой, благодарите Иисус, аллилуйя, наш царь, мы твои дети, наш Бог, аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Слава будет Тебе. Ты дитя царя. Аминь. Аминь. Знаете, в этом нет заслуги твоей. Да? Вся слава Ему. Все сделал Он. Аминь. У нас, вы присаживайтесь на короткое время. У нас сегодня особенное собрание, потому что у нас первое воскресенье месяца. И как у нас заведено в церкви, мы принимаем причастие или хлебопреломление. И сегодня мы это будем также делать. Если кто-то смотрит нас, дома у нас много людей из церкви, кто перешел в режим онлайн. У вас есть время, если вы не приготовили, приготовить что-то для причастия, для хлебопреломления, то есть сок, хлеб. Мы сейчас будем молиться, мы благословим, и мы будем совершать это таинство. И я не вижу особо у нас вроде новых людей. Я думаю, что все вы знаете, зачем и почему мы это делаем. Да? Потому что наш Господь Иисус Христос, Он заповедовал это делать своим ученикам, то есть нам. Для чего? Для того, чтобы вспоминать о Нем. Вспоминать о Нем, вспоминать о том, что Он для нас сделал, и напоминать себе и всему внешнему миру, что то спасение и та благодать, которая у нас есть, она из-за Иисуса. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы, наоборот, какие-то плохие, недостойные, или достойные, или еще что-то. Да? Это вообще не имеет никакого значения. Все, что имеет значение, это смерть Иисуса Христа на кресте. И тебе нужно просто в это верить. Если ты веришь, ты покаялся, ты принял водное крещение, то все. Это все, что нужно. Аминь. И вот это мы провозглашаем. Мы провозглашаем Его смерть. Мы провозглашаем, что та кровь, которая была тогда пролита 2000 лет назад, этого достаточно для спасения. Этого достаточно для того, чтобы твоя жизнь, она изменилась. Аминь. Вот это мы совершаем. Если ты забыл, или если дьявол приходит и говорит тебе, и обличает тебя в чем-то, и говорит, что да ты вот такой, ты посмотри, ты опять вот там это делаешь, вот этого достаточно. Ты просто принимаешь и показываешь. Отойди от меня, сатана. Мне все равно. Я знаю, что я недостоин. Что я сам ничего хорошего не могу сделать. Но из-за того, что Иисус Он сделал, я свят пред Богом. Аминь. Поэтому давайте мы благословим сейчас, да? Мы осветим этот сок, этот хлеб. И мы будем принимать. Я попрошу вас подняться, кто в зале, а кто сейчас дома, вы можете поставить это перед собой на стол, также помолиться, осветить и принимать это со своей семьей, или если вы один, то самому принимать. Но несмотря на то, что у нас много людей, да, по квартирам, ты не один. У нас вот есть высокие технологии, интернет, это не только соцсети, да, какие-то, где можно общаться, но мы сейчас соединены посредством вот интернета, и мы будем вместе, кто бы где ни находился, но мы будем в одной молитве. Аминь. Давайте мы раскроем наши руки сюда и мы помолимся. Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, за Твой чудесный план, который Ты усмотрел для нашего спасения. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял на нас, за нас наши грехи. Твое тело, оно было истязаемо за нас. Твоя кровь, она пролилась, и она омыла нас. И прямо сейчас мы освящаем этот хлеб. Мы говорим, что это Твое тело. И мы освящаем этот сок, мы провозглашаем, что это кровь Твоя,
которая была пролита за нас. Мы принимаем это в благодарность о Твоей жертве и вспоминая Тебя, и свидетельствуя перед всем внешним и духовным миром, что мы принадлежим Тебе, что Ты Господь в нашей жизни. И весь Божий народ сказал аминь. И можно здесь выходить вот отсюда. Это тело Христа, и это кровь Христа. И у нас здесь есть контейнеры, да, вот, вы можете взять это домой, если у вас есть кто-то дома, и взять хлеб, взять контейнер домой. Вы здесь помолились, осветили это, и вы можете принимать это дома. Аллилуйя. Слава Богу. И на каждом собрании мы благословляем детей. Сейчас в связи с тем, что хороший такой штамм вируса у нас ходит, да, мы отменили детские собрания и воскресные пока, но мы можем благословлять детей все равно. Поэтому давайте мы благословим детей и сразу же также мы помолимся за наши нужды. И прежде всего мы помолимся за здоровье людей. То есть, слава Богу, у нас люди выздоравливают, кто болел, кто-то приходит, рад вас видеть в церкви. Но есть все равно люди, кто болеет, у кого есть непонятные симптомы. Это не обязательно ковид, да, сейчас. Но что бы это ни было, мы помолимся за всех болящих также. Хорошо? И
На следующей неделе к нам прилетает епископ Андрей Манжосов из Владивостока. Он прилетает во вторник. С ним также будет пастор из Камчатки, с Петропавловска-Камчатского. И мы планируем поездку в Сунтары, в Вилюйск. И я просто прошу вас также, мы помолимся за дорогу. Просто чтобы все усмотреть, чтобы все хорошо работало, чтобы нам добраться туда, вернуться обратно в целости и сохранности. У нас даже есть отдельные представители. Целых трое. Ну, помолимся за тех, кто здесь, и за тех, кого у нас нет. За всех большинство, да? Аллилуйя, Господь! Господи, я прошу Тебя, благослови каждого ребенка в нашей церкви. Всех, кто сейчас здесь, и также всех, кого нет сегодня. И они находятся дома. Я прошу Тебя, Господи, благослови их, как я их благословляю сейчас, как мы их благословляем. Всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука, она будет над ними, уберегая их от зла и уберегая от всякой болезни. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю просто божественное здоровье в жизнь каждого ребенка в нашей церкви. Где бы кто сейчас ни находился. Если кто-то болеет, есть какие-то симптомы ковида, либо ОРЗ, что бы это ни было, я провозглашаю божественное здоровье и именем Иисуса Христа запрещаю всякой болезни. Во имя Иисуса просто будьте здоровы. Пусть каждый будет здоров. Господи, я прошу Тебя также усмотри обучение всех школьников. У нас дистанционка, она продолжается во всем городе, вообще во всей республике. И так тяжело детям находиться дома и постоянно сидеть за компьютером, за телефоном. Я прошу Тебя, благослови, дай усидчивости. Пусть будет нормальный интернет у всех, чтобы была связь устойчивая, чтобы они что-то действительно получали. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Господь, я прошу Тебя также за все церкви в нашей республике, по всему Дальнему Востоку и вообще в России. Господь, это Твоя церковь. Ты глава, и у Тебя есть один, единый, общий план для всех. Господь, каждый, наверное, на местах, каждая община, она часть Твоего общего плана по спасению человечества. Мы просим Тебя, Господи, пусть Твое водительство, Твоя защита, Твоя благодать, она будет в жизни каждой церкви. Благослови всех служителей, пасторов, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть будет единство и любовь между братьями и сестрами во Христе, независимо от деноминации. Пусть будет единство, Господи. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за начальство и за власти нашего города и нашей республики, и нашей страны. Господи, дай мудрости. То есть жизнь в стране, она все равно меняется к лучшему. Что бы ни говорили, Господь. И мы просим Тебя о том, чтобы власть, она и дальше заботилась. Господи, Ты благослови. Чтобы было благосостояние, оно росло у людей. Были работы, были зарплаты. И, Господи, сейчас, когда все средства массовой информации, они полны разговорами про войну, мы провозглашаем мир. И мы просим Тебя о мире, Господь, чтобы был мир в нашей стране, чтобы не было никакой войны. Убереги и отведи напасть от нас, Господи. Дай нам жить в мире. Во имя Иисуса Христа, пусть будет так, Господи. Отец, и мы просим Тебя также за приезд нашего епископа и пастора с Камчатки. Благослови. И следующее воскресенье они должны быть у нас здесь. Сделай так, чтобы все это состоялось, все планы, которые у нас есть, чтобы было хорошее собрание, чтобы люди имели возможность прийти, чтобы не было заболевших. И, Господи, благослови нашу поездку в Вилюйск, в Сунтары, общение с людьми там, чтобы машина она работала хорошо, чтобы вся техника работала. И усмотри просто, позаботься о том, все встречи, все места, чтобы нам добраться туда и вернуться обратно живыми и здоровыми, полными сил. И все пусть будет во славу Твою. Господи, мы просим Тебя также о всех наших нуждах, которые даже перечислять сейчас мы не будем, Господи. Но у всех у нас есть что-то, в чем мы нуждаемся. Мы просто слагаем это перед Тобой, Господи, уповаем на Тебя. Господь, устройство на работе,
примирение с близкими или с коллегами, нужда в деньгах, мудрость в чем-то, в принятии решений, Господь. Пусть каждый сейчас он просто озвучит это перед Тобой. Даже если не озвучит, Господи, Ты знаешь все наши нужды. И мы просим Тебя, Господь, Ты восполни по богатству и славу Твоей во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Аминь. 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 Да. Уже можно идти. Аллилуйя. Я хочу из-под лампочек просто уйти, так чтобы не было возможности. Слава Богу, у нас наконец-то тепло и на улице, и в здании потеплело. Аллилуйя. И вообще уже весна чувствуется, да? Хотя у нас начало февраля. Кто-то рад, что у нас зима такая теплая? Да. Не, ну правда. Как вспомнишь прошлую зиму, когда у нас 2 месяца за 50 было. Слава Богу за все, за любую погоду, да, но я думаю, у нас, кто в Якутске живет, агитировать не надо, да, за теплую. Ну, 30 градусов, это же тепло. Да, кто-то слушает и не совсем понимает, что происходит. И как можно объяснить людям, да, что когда туман в Якутске, да, это не к теплу, это не в смысле, что потеплело. Да, обычно как в Западе, когда туман, тепло. У нас была пара семейная в церкви. Мне рассказывали, что когда они приехали из Ставропольского края, и в первые дни, когда зимой приехали, смотри, ничего не видно на улице, туманище такое. Наверное, тепло, что в январе было. Ну да. Хорошо, и если кто-то помнит, знаете, не на прошлом собрании, но до этого, я делился словом, и Господь положил на сердце, знаете, проповедь она называлась «Новое обещание» или «Новое обетование». И я просто напомню, что, знаете, я приводил такие примеры, что Новый Завет это вообще, то есть на 1/10 он состоит из обещаний, обетований вообще, которые Бог дал нам. И эти обещания, обетования, они принадлежат нам через Иисуса Христа. Да? Там 250 уникальных, не повторяющихся обетований, а всего 750 мест, да, вот стихов, которые говорят про то, что Господь нам что-то обещает. И там почти 8 тысяч, там 700-900 тысяч там, стихов всего в Новом Завете. Если 750 обетований, то это где-то приблизительно 1/10 часть. И мы говорили, не перечисляли там все эти обетования, но говорили, в чем вообще вся суть. Да? И было такое место Писания, что на самом деле Господь, Он вроде бы 250 уникальных, но Он повторяет приблизительно каждый там по 3 раза. Зачем? То есть суть в том же, да, что как родитель Он повторяет своим детям, и Он хочет донести, то есть чтобы мы обратили внимание, что это что-то важное, да? Кто помнит вообще об этом? И то есть вся суть в том, что как вообще, вот если так подытожить, Господь говорит, что да я всегда с тобой, я тебя всегда прикрою. Когда ты принял Христа как своего Господа и своего Спасителя, ты уже за мной. Да? Возложи заботы на меня, потому что я с тобой, я не оставлю и не покину тебя. Но вы знаете, сегодня я бы хотел вот посмотреть на вот 3 обещания, ну как в синодальном переводе называют обетование, да, такое пафосное слово. Ну то есть обетование или обещание 3 фундаментальных, на чем вообще строится и наша вера, и все остальное. И все 3, они, знаете, они перечислены в книге Деяний,
1 глава. И давайте мы прочитаем просто это место Писания, и потом мы будем к нему постоянно обращаться. Итак, Деяния, 1 глава, с 4 по 11 стих. И здесь, то есть ситуация такая, то есть вы знаете, да, книга Деяний, это уже Евангелие у нас что описывает? Жизнь Иисуса Христа от Его рождения и до Его смерти на кресте, да. И в Деяниях, да, вот Иисус, Он воскрес, Он явился сначала апостолам, да, там Павлу, и потом вот дальше мы читаем, 4 стих. И собрав их, это 12 апостолов, да, ученики, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля? Он же сказал: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Я не знаю, вы заметили, нет вот те обещания, которые, вот, обетования, которые Иисус вот здесь дает, да? И когда кто-то что-то тебе обещает, ты ожидаешь, да, вот очень хочется надеяться, что человек, он выполнит свои обещания. Но зачастую с людьми, как бывает, мы все смертные, да? И как все смертные люди, мы иногда не выполняем тех обещаний, которые мы даем, да? Вы знаете, вот когда у меня дети вот росли, я понял, что нужно быть аккуратным с тем, что ты им обещаешь, что ты им говоришь. То есть, если ты кому-то обещаешь, все, я там, что мы куда-то пойдем, что ты их возьмешь куда-то, или что ты купишь им что-то, нужно быть очень аккуратным и стараться исполнять это. Почему? Потому что если ты не сделаешь, вот что они тебе скажут? Ну ты же обещал. Да? Ну ты же обещал. Почему они так говорят? Почему дети так говорят? Кто-нибудь у кого-нибудь бывало такое? Ну, потому что они рассчитывают, да, у них, знаете, вот как, почему Господь говорит: будьте как дети, да? Ты вот с такой вот верой детской. Не, ну ты же обещал. Ты ожидаешь, что то обещание, которое тебе было дано, тот, кто его давал, он его исполнит. Но проблема, как и со мной, и с любым другим человеком, да, мы можем забыть что-то, да. Может что-то там случиться, знаете, есть такое в договорах форс-мажор. Друг позвонил, на рыбалку позвали, еще что-нибудь произошло, да, и там, какие-то вещи по работе, гораздо более важные, тебя отвлекают. С кем такое случалось? Со всеми, да? И кому-то что-то обещал, и что-то произошло. Но, тем не менее, да, то есть, когда, знаете, может быть, это с опытом приходит, по крайней мере, в отношении своих детей, я уже то есть, ты говоришь, и ты, уже когда говоришь, ты взвешиваешь, насколько вообще реально я могу это сделать. Смогу ли я там выполнить те обещания? Потому что я не хочу быть в глазах, да, пустозвоном. И они ожидают, да, что я буду ответственно к этому подходить.
Но, как я уже говорил, да, все мы смертные, то есть каждый, я думаю, когда-то он не исполнял обещания. Давал ли ты их своим детям, еще кому-то. Есть очень уважительные причины. Действительно уважительные. Иногда бывает такое. Ты входишь в положение человека. Я думаю, перед каждым из вас, передо мной, перед тобой не исполнялись какие-то обещания. И бывает. Но вы знаете, у Бога, у него нет таких недостатков. Он необыкновенный, смертный человек, да? Бог, Он вездесущ, Он всемогущ, и Он бессмертен. И исходя просто даже из самой Его природы, Он не может просто лгать. Написано. Да? И Он всегда, как помните, это так на том же собрании, когда я говорил про обетование, мы смотрели, что верен, обещавший. Господь, Он верный, Он исполняет то, что Он говорит. Знаете, я вот одного проповедника смотрел, вообще мысль интересная такая. Ну, сейчас не об этом, но вот она пришла ко мне, я быстро поделюсь. Вы знаете, у Бога в природе, Он заложен, знаете, когда, помните, в самом начале, что не было ничего, да? Но обитало было Слово, и Слово было у Бога, да? Бог, Он говорил, и Он творил. Да? Он сотворил все тем, что Он провозглашал. Да? Он говорил просто, что да будет свет, да будет земля. И это происходило. Вы знаете, для Бога вообще невозможно солгать просто потому, что даже если что-то не так, в тот момент, когда Он говорит, но когда Он это скажет, весь мир он меняется в соответствии с тем, что Он только что сказал. Даже если этого не было. Только вдумайтесь в это. Насколько велик наш Бог. И какая власть Он дана нам, как Его детям. Итак, Бог, Он всегда держит свои обещания. В книге Исаии, 46 глава, 11 стих, и вы вторая часть стиха сразу. «Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Та же книга Исаии, 14 глава, 24 стих. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Бог, Он держит свои обещания. Если Он что-то сказал, так и будет. У кого-то есть сомнения в этом? Нет. Если Бог, Он сказал, значит так оно и будет. Немало не сомневайся в этом. И удивительно, да, что народ Божий в Ветхом Завете, они постепенно, они умели, они научились полагаться на Его обетование. Вы знаете, давайте мы посмотрим, вот 118-й псалом. Автор 118-го псалма, 140 стих, говорит: «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». И дальше 144-й псалом. Давид провозглашает. 144-й псалом, 13 стих. Сразу вторая часть тоже. «Господь верен своим обещаниям и милостив во всех своих делах». Вот для народа Божьего в Ветхом Завете это была вот настолько вот реальность, да, вот обетование. То есть они жили только обещаниями, теми обетованиями, которые Господь им дал. И когда они молились, знаете, вот это интересный такой вот, такая структура, схема молитвы вообще. Что они делали, если посмотреть, да? Ну, если можно так вывести структуру молитвы. Они сначала начинали с хвалы, да? В молитве. Они славили Бога: Господи, спасибо Тебе за то, что Ты там сотворил что-то, или что-то Ты создал, или что Ты дал мне в мою жизнь. Да? Вот это как бы первая часть такая была. Потом они приводили какое-то место Писания, да, обетование, которое Бог им когда-то дал и сказал. И потом, основываясь на этом стихе, на этом обещании, они делали свою просьбу к Богу, что: Господь, Ты вот сказал, что там надеющийся на Тебя, он не будет постыжен, и там вот это, и вот это.
И, Господи, вот у меня враги там одолели, Господи, вы понимаете, да? То есть хвала, пример того, что уже у меня есть, что Бог Он уже делал, потом какая-то цитата, что есть какое-то вот обетование, Господи, Ты сказал вот это, и на основании этого стиха, Господь, вот у меня нужда, восполни ее. И, то есть они не надоедали, да, Богу, Господи, Ты сказал. Но они говорили, да, вот просто что, Господи, Ты в Своем Слове сказал, что Ты сделаешь то-то и то-то, и я верю в это, и сейчас я просто буду смотреть, как Ты это исполнишь. И Бог, Он отвечал. Но это было в Ветхом Завете, да? Но мы живем в Новом Завете, да? И у нас особая благодать в том смысле, что, знаете, как вот в Евреям, послание Евреям, оно говорит, что какие бы великие обещания, какие бы великие обетования они не были даны в Ветхом Завете Божьему народу, но, смотрите что, Евреям 8 глава, 6 стих. Но сей первосвященник, то есть говорится здесь про Христа, да, получил служение тем превосходнейшее, то есть гораздо лучше, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Это синодальный перевод. Я хотел бы прочитать то же самое место в новом современном переводе, да? Еще раз, Евреям 8 глава, 6 стих. Но сейчас Христу поручено служение, которое намного превосходит служение земных священников, потому что Он посредник лучшего завета Бога с человеком, основанного на лучших обещаниях. У нас Новый Завет, который еще лучше у нас обетования, чем те, которые были. Гораздо лучше. Лучшие обетования. Сегодня мы просто очень много, знаете, для себя проповедь, это будут места Писания из Библии, поэтому я надеюсь, мы будем здесь успевать. У нас просто в программке некоторые книги пропали. Есть. Нашлось уже, нашлось. Нашлись? Слава Богу. Вот видите, у нас как Алексей вернулся, все нашлось. Итак, мы будем много читать, я надеюсь, будем успевать, да? 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благодатью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Я вот не знаю, может быть, вообще перейти на новый современный какой-то перевод. Синодальный перевод, он хороший. И если кто-то занимался вообще вот переводом, но знаете, там как переводится? Очень много непричастных оборотов, там всяких причастных оборотов, вот, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками, удалившись и так далее. Знаете, то есть можно взять просто разбить на более простые предложения. Я вас просто ободряю к тому, чтобы читать в разных переводах, если по возможности. Просто, мозг он иногда видит все гораздо лучше. Здесь о чем говорится, что Иисус, Он дал нам лучшие обетования, чем те, которые были в Ветхом Завете. И вот эти вот обетования, которые Он нам дал, вот эти обещания, они нам дают все, что нам необходимо сейчас для жизни и для благочестия. То есть благочестие это что? Божественность, да? То есть быть близким к Богу. Все, что Бог Он от нас ожидает. Вот Иисус, Он дал нам, через Него нам доступны эти обетования, через которые нам все, что нам необходимо для естественной жизни здесь, они есть. И более того, мы через них соделались причастниками божеского естества. Вот через эти обещания само нутро наше, оно меняется, оно становится похожим на Бога, удалившись от господствующего в мире растления похоти.
Удивительно, да? То есть это не просто какие-то вот обетования лучшие, да? Но это все, что нам необходимо для жизни, для естественной здесь. Это более того, мы становимся благочестивыми также через эти обетования. Что же это за обещания такие, которые Иисус нам дал? Вы знаете, вот я взял просто 3 самых важных, которые мы читали первую главу книги Деяний. И это вот прямо ключевое для нашей веры. Без этих 3 обетований вот наше учение о нашей вере, оно не будет ничем отличаться от других религий. Итак, что же это такое? Самое первое, это обещание, что вы примете Святого Духа. Что у вас будет Божий Дух. Что Он сойдет на вас, что Он будет с вами. Второе обещание, которое мы читали, это то, что вместе с Духом вы что примете? Силу. Это не просто Дух, но будет Божья сила в этом. И третье обещание, обетование, это о том, что Иисус, Он придет еще раз. Он вернется за нами. Он вернется за тобой, за мной. Давайте мы разберем все, вот посмотрим. Итак, самое первое, что вы примете Духа, что на вас будет Дух Святой. И то же самое место Писания, Деяния, 1 глава, 4-5 стих. Иисус говорит следующее, да? «И собрав их, Он повелел им», это апостолы, «не отлучайтесь из Иерусалима». Он говорит, куда не уходите из Иерусалима, будьте здесь, да? «Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали». То есть до этого было какое-то обещание, да, что вы слышали. Никуда не уходите, это сбудется. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего», да, после этого, сейчас, через несколько дней будете крещены Духом Святым. Что же это за обетование, на которое Иисус говорит? То, что вы слышали, то, что вы знаете. Никуда не уходите, это исполнится. Вы получите Божьего Духа, Духа Святого. Это пророчество из книги пророка Иаиля, 2 глава, 28-29 стих. Иисус, Он отсылает своих учеников к этому. «И будет после того, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего». И дальше, все читали книгу Деяний, я надеюсь, да, знают, что произошло. Потом, да, через 10 дней, то есть вот это все, когда вот Иисус, Он возносился, да, это было на 40-й день после Его воскрешения, да, еще через 10 дней после вот этого события ученики, они собрались в комнате, да, там, сидели, и сильный ветер как будто, да, такой, шум поднялся, и как будто как пламенные языки, они сошли на них, да, и они получили крещение Духом Святым, приняли Духа, и они начали говорить на разных языках, на разных наречиях. И потом они вышли, и там люди, то есть евреи уже в то время, да, жили по всему миру. И вот кто там собрался, они были там с разных районов. Кто-то, у него там как родной был греческий, у кого-то там, я не знаю, в Италии на каком говорили? На итальянском, на латыни, на римском, я не знаю, да. Арабы были. Кто-то был с Египта. И они слышали свои родные наречия. Помните, да, там говорили, что напились, что ли? Но в чем вся суть? Вот это вот, да, Потом что происходит? Петр, когда вот это все произошло, и все люди, это привлекло их внимание, если можно так сказать, все слегка в шоке, что вообще происходит. Петр, он встает, и он проповедует, он говорит слово о том, что все, что вы знали, все, о чем говорили пророки, про того самого Спасителя, да, которого вы все до сих пор ожидаете, Он уже был здесь.
Он уже пришел. Это тот самый Иисус, которого вы распяли, да, ну то есть посодействовали. И он настолько был убедительный, что они осознали это, что да, действительно. И они говорят, что же нам делать, мужи и братья? Они были убеждены в этом, что да, действительно. Он им приводил места из Ветхого Писания. Он показывал, что Иисус на самом деле сделал. И они все были убеждены, что действительно это тот самый Спаситель, тот самый Мессия, которого мы ждали. И его распяли. И они говорят, что же нам делать? Что Петр ему отвечает? Это Деяния 2 глава, 38-39 стих. Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Таким образом, да, вот здесь что говорит, что каждый, кто признает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, примет водное крещение, он примет дар Святого Духа. Что означает дар? Что это бесплатно, что это подарок, это незаслуженно. Ты просто принимаешь Иисуса Христа, и ты получаешь по благодати дар Святого Духа, Духа Божьего. Каждый. И то, что вот происходило с апостолами, да, это прямо вот такое было шума света представление. То есть, вот как по-нашему, тогда люди, они не были избалованы, где-то, наверное, были избалованы в Римской империи зрелищами, да, какие-то. Но в том смысле, что не было вот таких вот концертов, как у нас. Свет, музыка и так далее. И здесь Бог, когда вот с апостолами вот крещение произошло, это было что-то сверхъестественное, да, шум, огонь, все сходит, они начинают говорить на иных языках, то есть вот такое вот, да, все было. Но потом все происходило без таких вот внешних спецэффектов. То есть больше пламя или вот такого вот шума, он нигде там не был, да. Вы знаете, помните, когда Петр пошел, потом его позвали в дом к сотнику, да, и когда он видел вот это видение, и когда, то есть все думали, что это только вот как бы для евреев, для народа Божьего, вот эти вот обетования там и так далее. А потом он там пришел, и он даже не успел ничего сделать. Он за них там не молился, руки не возлагал, да. А они взяли и получили крещение Духом, и они также начали говорить. И потом все просто были в шоке, что, оказывается, язычники также сопричастны к этому. То есть, да, Духа Святого — это как знамение для нас, что мы принадлежим Богу. Каждый верующий, он получает Духа Святого. Ефесянам 1 глава, 13-14 стих говорится: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Это про Духа говорится. Дух Божий, Дух Святой — это постоянное Божие присутствие внутри нас. Это знамение того, что я принадлежу Богу. Вот эти вот слова Бога, что я никогда не оставлю тебя и не покину тебя, они заиграли совсем новыми красками. Потому что Дух Божий, Его присутствие, оно всегда со мной, оно всегда во мне. И куда бы я ни пошел, Бог, Он всегда со мной.
Поэтому для верующих, знаете, жизнь, она не делится на какую-то святую жизнь. Вот я там иду в воскресенье, я весь такой духовный. Потом вышел из церкви, выдохнул, ну и все, можно на себя пожить. Да нет. Я не оставлю тебя и не покину тебя. Это означает, что Дух Божий всегда в тебе. Ты утром просыпаешься, Бог с тобой. Ты идешь на работу, умываешься, что-то делаешь, с кем-то разговариваешь. Дух Божий всегда в тебе. Он никогда не оставит и не покинет тебя. Мы можем ограничивать его, да. Мы можем его голос там куда-то запихивать. Но он всегда с тобой. В прямом смысле, куда бы мы ни пошли, мы двигаемся, куда-то идем, едем, и Дух Божий он всегда с нами. Когда мы играем, когда мы смотрим телевизор, когда мы там в инстаграмчике сидим, тупим, книжку читаем. В Ветхом Завете, да, у верующих, у них не было такого. У них не было Духа Святого. Вот это вот обетование, оно только для нас. Представляете? Написано, что это еще утешитель. У них раньше не было. Но у нас насколько круче, что Бог, Он всегда с тобой. Иоанн 7 глава, Евангелие от Иоанна 7 глава, 38-39 стих. Иисус говорит: кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И дальше он поясняет, да, 39. Это сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть до того, как Он еще умер, Он воскресил, Он как бы вознесся, да, Он говорил это, но Он говорил уже тогда о Духе, что потекут у вас реки живой воды. Итак, Бог, Он дал тебе и мне обетование, которого не было в Ветхом Завете. Ни у одного верующего. Когда ты и я, мы поверили в Иисуса, мы подчинились Ему, да, тем, что мы покаялись, мы признали Его как Господа и Спасителя, мы приняли крещение в Иисуса Христа. С того момента Бог наполняет тебя Святым Духом. Круто, да? Есть условия для этого, но это дар. Ты не можешь это заслужить. Не можешь денег кому-то дать и сказать: пусть у меня тоже будет. Бесплатно. Итак, первое обетование, которое нас отличает, и которое вот прямо оно такое фундаментальное для нас. Каждый верующий, кто принимает Иисуса Христа как Спасителя, принимает водное крещение, он получает Святого Духа. И второе обетование, что вместе с Духом ты получаешь силу. То есть это не просто какие-то переживания и мурашки. У нас разные натуры, и я думаю, что наше человеческое вот как бы естество от этого тоже зависит. Женщины, как правило, они обычно более восприимчивы духовным проявлениям. Мужчины, они, как правило, более деревянные, и, соответственно, тоже они не очень как бы восприимчивы к этому, да. Но это не только об этом. Написано, что сила есть. Давайте мы 8 стих, то, что мы читали, Деяния, 1 глава, 8 стих. Иисус говорит своим ученикам, говорит первым 12 апостолам: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже на крае земли. И вот эта вот сила, да, я думаю, когда вот это вот светошумное представление было, когда Иисус, когда Дух Святой сошел на 12 апостолов, вот с такими вот, да, вот эта сила, она проявлялась, я думаю, в том числе в этом, да, вот звук, как ветер, языки вот такие пламенные, да. Но только с этими 12 учениками такое происходило. Ну, по крайней мере, больше нигде не описано. Ни на кого вот такие пламенные языки, да, они не сходили. Но, тем не менее, сила, она одна и та же. Что там, что здесь.
Даже если ты получил крещение Духом и не было вот такого огня, сила, она та же. Павел он писал Ефесянам в церковь в Ефесии. И он говорит, что я молюсь, о вас, Богу. О чем? Смотрите, это Ефесянам 3 глава, 16 стих. Он говорит, я молюсь о вас, Богу, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Почему? Да потому что Бог, смотрите, Ефесянам 3 глава, дальше, через несколько стихов, 20 стих. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Вот из этих двух мест Писания что означает? Что когда Дух Божий находится в нас, когда мы его получаем, Он укрепляет нас. Он укрепляет нас, и Он, более того, может сделать для нас гораздо больше, чем если мы будем сами своими словами просить, или даже чем мы можем вообще вообразить для себя. Во 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. Второе послание Тимофею, 1 глава, 7 стих. Написано, что «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Дух Божий внутри тебя, Он способствует тому, что ты наполняешься силой Божьей. Какой? Любви, целомудрия, то есть самодисциплины, да, моральные стандарты. Смотрите, вот картина. Сначала Дух Божий попадает внутри тебя. Ты получаешь Духа. И с этого самого момента Он начинает работать с тобой. Он меняет тебя изнутри. Это Божье естество. Он преобразовывает тебя изнутри в соответствии с нашим Создателем. Это Дух Божий, и в соответствии с Богом Он тебя и преобразует. Ты становишься больше похожим на Бога. Мы созданы по Его образу и подобию. Да? И мы становимся все больше и больше приходить в соответствии с этим образом и с этим подобием, потому что Дух Божий внутри тебя. Более того, послание Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Говорится, что когда ты наполнен Духом Святым, Духом Божьим, через какое-то время у тебя должны появляться определенные результаты в твоей жизни. Плоды какие-то должны быть. Галатам 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. То есть, если ты получил Духа Божьего, у тебя через какое-то время Он тебя преобразует, твое естество, и потом у тебя начинают появляться плоды в жизни. Вы согласны? Люди могут подавлять это. Они могут своевольничать, могут ослушаться. Кто-то может сказать, что я и без Бога знаю людей, у которых есть любовь, и милосердие они проявляют, и скромные, и там всякие прочие благодетели у них в жизни. Неужели ни разу никто не видел язычника, который бы
был любящим там, отцом, мужем. Есть такие люди. Неужели не бывает атеистов, да, которые там очень терпеливы, и мудры, там, и смиренны? Да, есть такие. Сразу возникает вопрос. Ну, если человеку не так, как бы, может получить это и иметь это, то зачем мне вообще тогда вот это все от Бога? Что это означает? Зачем мне нужен Дух Божий внутри меня, который вот дает мне силу, и потом вот такие вот плоды у меня в жизни появляются? Спасибо, что спросили. Знаете, я вот не знаю, я хочу привести пример, насколько он удачный. Вот машины, автомобили бывают помощнее, а бывают с такими, знаете, однолитровые двигатели. 1,2, 1,1, это вот объем рабочей камеры, да? Ну, не суть. Вы понимаете, да? То есть, чем больше цифра, тем больше объем. То есть, это камера сгорания. То есть, там, например, слабенькие двигатели, как правило, 4 цилиндра, они маленькие. И там вот такая вот камера, там такие поршни. То есть, вы знаете, там топливо оно сгорает, толкает туда поршень. И маленький объем, это, соответственно, ну, такой вот там, сюсипусичный, маленький там поршень. Вот он там что-то пихает. А бывают большие машины, там по 8, по 12 цилиндров. Там вот такие вот горшки стоят, здоровенные цилиндры, то есть там топливо сгорает немерено, сила, которая это толкает немерено. В чем вот разница? Неужели я не могу доехать вот на таком маленьком двигателе, на такой маленькой машине куда-то? Конечно, можно доехать. Если сравнивать с жизнью, знаете, да, ну, я могу своими там силами, там усилиями куда-то там добраться до конечной точки. Но, когда ты посадишь всю свою семью вот в такой автомобиль, и если ты еще поедешь в гору, то ты чувствуешь, что что-то как-то... Ну, оно едет, но уже не так. Да, задорно. На обгон уже не выскочишь, там, как бы, потихонечку. А если еще и прицепить какой-то груз сзади, то есть, чем больше груз, тем сложнее, да? Ну, и вообще, есть предел всему. Когда вот этот маленький движочек, он просто не вытянет. Если ты там сток сена везешь, ну, он просто никуда с места не двинется. И вот, кстати, в YouTube иногда бывают такие ролики, знаете, я не знаю даже где, наверное, какие-то африканские страны, там такой ввоз сена, я таких телег не видел ни разу, и какой-то трактор такой маленький. Вот я недавно смотрел, он пышется, его просто пополам разрывает. Ну, как бы, то колеса отваливаются, то еще что-нибудь. И вот то же самое, ну, я не знаю, насколько вот как бы это, своими силами, да, ну, наверное, куда ты там доберешься. Но чем больше груз у тебя, жизненных обстоятельств, жизненных обязательств, если ты там свою семью туда посадил, у тебя уже там твоей любви может не хватать. Вот прямо на тоненького, вот прямо, вот чувствую, люблю. Но где-то уже... Но можно что сделать? Можно, знаете, есть такие вот сейчас современные мастерские, можно заменить электронный блок и в том же самом двигателе увеличить, например, мощность двигателя. Либо вообще, вот, ну, кто знает, если с автомобилем сталкивался, кузов один и тот же, и на выбор 3 двигателя, даже по умолчанию с завода ставят. То есть более слабый, чуть помощнее, и там супер заряженная версия. То же самое, как, знаете, как Дух Святой. Он перепрошивает мозги, чтобы у тебя мощность увеличилась, либо вообще меняет тебе двигатель. Я тебе скажу, когда мощность, она больше, гораздо веселее жить. Силы-то на все гораздо больше хватает. Ну и также, знаете, вот как пример. Помните, я когда приводил вот, про своего отца, когда он подвязывал помидоры? Ну, то есть он выращивает помидоры, я повторю, если кто не знает эту историю, я уже несколько раз ее приводил, ну, хороший пример такой, что он такой огородник, садовод, постоянно все выращивает, все время растет, все удивляются, то есть там в июне уже там бочками соленые огурцы, там все всякое такое.
Но всему есть свои разумные пределы, да? А тут как бы к нам приехали родственники из Иркутской области. И у нас тут уже в мае, в конце у мамы 25 числа день рождения, у нас уже были зеленые помидоры везде, уже налитые такие, но они еще зеленые. Май. Конец мая, но все равно. Ну какой? Он пошел в магазин, купил помидорчики такие, знаете, наверное, и привязал их кустам везде. И родственники такие, но они просто знают, что он огородник. Никто даже не подумал, что это помог. И все такие, вау! Да просто круто, да невозможно. Там, зона рискованного земледелия, там, Якутия, Дубак у нас. У нас поначалу еще минус может быть, да? И вот это, знаете, это похоже на то, что когда ты начинаешь там, своими силами, это как привязать какие-то вот плоды у себя там, да? Можно стиснуть зубы и решить, я вот буду там любить, буду там это. Но когда Дух Святой, Он работает внутри тебя, когда ты его принял, вот плод Духа это что? Плод это то, что ты принес. Оно естественно, тебе пыжиться не надо. Не надо ничего подвязывать. Оно само по себе образуется, понимаете? Ты не, как бы и силы берутся там любить и прощать. И еще какие-то вещи у тебя происходят. Это не означает, что иногда нужно прилагать усилия. И где-то оно бывает, но суть в том, что когда оно изнутри, вот Духом тебя меняет, у тебя просто, вот, ну, как бы это, ты потом и не замечаешь, как-то вот, если посмотреть, ну, как раньше, я на свою жизнь могу посмотреть. Когда-то, например, какие-то поступки, да, вот у меня, ну, например, что-то сделал, и сейчас это обыкновенно, да, ну, в смысле, это естественно. Но вспоминаешь себя лет 20-30 назад, думаешь, ну, я бы, наверное, поступил по-другому. А сейчас ты даже не задумываешься и ты делаешь, да? Да потому что это естественно. Потому что Дух Божий, Он меняет тебя. Вы согласны со мной? Итак, мы принимаем Духа Святого, это как знак, да? И каждый верующий. С Ним мы принимаем Его силу для всего в своей жизни, да? Здесь написано, да, для проповеди, для распространения, но все необходимое для нашей жизни. Все, что нам нужно в этом мире, мы в этом получаем. Но это все до той поры, пока Иисус, Он не исполнит свое последнее обещание, обетование, ну, которое мы сегодня рассматриваем. И это обещание, это обетование заключается в том, что Он вернется за нами. Он придет еще раз. Самое классное, что Он заберет нас с собой в лучший мир. Как бы это банально не звучало, мне сразу такая картина, знаете, как такие, ну, банальные фильмы, когда там закат, и в закат уезжает там, на розовом пони. Но, тем не менее, да, звучит как бы может быть так, но Он придет за нами. Он потому что Он обещал. Он говорит, что в новый мир, лучший мир. Давайте мы посмотрим, это 11 стих того, что мы читали, Деяния 1 глава, 11 стих. Итак, ученики стоят, они видят, как Иисус возносится на небо, в облаке, да? И они стоят и задрали головы, они смотрят, и в этот момент перед ними появились два ангела, и они говорят им следующее. И сказали: мужи галилейские, что вы смотрите, стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его на небо. Когда учил своих учеников, вот, Евангелие Иоанна, 14 глава, 1-3 стих, написано следующее. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Это Иисус говорит, да? В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Я иду вам место там приготовить. Я вернусь за вами, вы будете со мной, там, где я. И это даже еще лучше, чем два предыдущих. Что у вас будет дух, и у вас будет сила от духа. Иисус, Он обещал нам, что у нас будет Дух Святой, что у нас будет сила.
Но если вот это вот обещание о том, что Иисус, Он придет за нами и заберет нас, если бы Его не было, если бы оно бы не исполнилось, ну, как сказать, в будущем времени. Ну, то есть, если бы не было надежды на то, что оно исполнится, если бы Он его не давал, то вот эти вот два обещания, что у нас будет дух и что будет сила, это только вот на этот наш срок, пока мы здесь живем и не умерли, на этой земле. Аминь. Даже если у меня есть Дух Божий, и даже если у меня есть сила от Духа, от Бога, который Господь, Он укрепляет и помогает мне, если Иисус, Он никогда не вернется, когда я умру, то это все закончится. Если Иисус, Он не вернется за мной, то могила – это конечная точка. Конец. Если Иисус, Он не вернется, ну, не знаю, тут можно много чего говорить. Какой смысл вообще? Жил, умер. Что жил, что не жил? 10 лет больше, 10 лет меньше. В философском плане люди 1000 лет до тебя жили. Неизвестно, сколько еще будут жить после тебя. Какой смысл? Но Он вернется. Потому что Он обещал. И Он не человек, чтобы меняться и изменять своим обещаниям. 2 Петра, 3 глава, 9-14 стих. Написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разогревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, ну здесь постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Иисус, Он вернется, потому что Он обещал, что Он так сделает. Аминь. Я уже заканчиваю, я бы хотел в конце привести вот такой пример. Кто старшего поколения, может быть, вы помните, в 1988 году, перед самым развалом Советского Союза, в Армении было землетрясение. Это было в декабре, там около 12 часов дня, в 11:40, что ли. И на самом деле, было очень сильное, то есть в эпицентре, насколько я помню, это был, по-моему, город Ленинакан, это просто крупный, а центр, по-моему, Спикаль. Да, и поэтому землетрясение называлось, в Союзе называли Спитакское. Да. Там, по-моему, было 9 баллов, максимально это 12. Последствия были просто ужасающие. Там, буквально несколько секунд, но там пострадало 40% территории страны, республики тогда, да, Советская Республика Армения. И строилось много зданий высотных в то время. То есть, говорили про город Ленинакан, я так понимаю, там был такой треугольник район в городе. Я просто читал сейчас об этом, поэтому могу рассказать, что там стояли 9-этажки, треугольник образовывали. И понятно, все вот эти панельные дома большие. Это было вообще все разрушено. Более того, это был рабочий день, дети были в школе. То есть
даже если это были деревни, где, ну, такие дома, они каменные могут быть, да, но там, как правило, но они небольшие, да, нет такой этажности, то школы это были, ну, в советское время, как у нас, даже если это большие, какие-то блочные там, или, ну, каменные здания, школы, полные детей, и разрушения были ужасные. Погибло, я вот не помню, по-моему, 25 тысяч человек погибло, больше 100 с лишним тысяч они были ранены. Вот в одном только Ленинакане, это сейчас Гюмри называется город, там, по-моему, только в этом городе погибло 5 тысяч детей. Ну, то есть, так как школы все были забиты в этот момент. Ну и работать, когда... То есть в то время не было единой службы спасения. То есть МЧС тогда не существовало. То есть были какие-то пожарные части разрозненные. Все это было каким-то образом стихийно все. Люди, ну, альпинисты, там, ну, в горах всегда были спасотряды. То есть вот собирались, там, брали отпуска, кто-то увольнялся, кто-то не мог отпроситься. Но вся страна, она помогала. Более того, из-за рубежа там постоянно. Ну, то есть это была уже зима, то есть декабрь, и холодно в Армении, хотя это как бы, ну, одна из южных республик. Но по ночам уже конкретный минус. То есть, представляете, все разрушено, и холодно, но днем тепло. Ну, как тепло, в смысле плюсовая, потому что, ну, через несколько дней трупы и так далее, все это начало разлагаться. И работать было очень тяжело, то есть, по воспоминаниям людей, то есть, не было единого центра, и, то есть, ну, все хватались кто за что. Ну, там приехали какие-то вот иностранные спасатели, у них тогда были, у них были собаки, было какое-то оборудование, там, ну, чтобы что-то делать, но тем не менее, даже несмотря на это, все какое-то было вот стихийное. Я в нескольких, когда вот искал, я просто конкретно этот случай, вот, сейчас, про который я хочу рассказать, я его искал, я нашел всего в 2 местах. Как бы, ну, подтверждение, ну, такое, 30 с лишним лет уже прошло, да. Вот, и там, говорят, вот один крановщик, он сошел с ума, ну, не знаю, его просто в психушку увезли, потому что он поднимал, он разбирал школу, и когда поднимал в лидер, поднял, ну, как бы полностью класс дошколят, кто вот сидел, ну, в смысле, весь класс был, да. И, то есть, ну, вот именно после этого, да, пришло вот осознание того, что в стране должна быть какая-то структура, да, по спасению. Через несколько лет было создано там сначала вот общество спасателей там, и так далее, что вылилось потом вот в МЧС, которое есть у нас сейчас, и которое вот себя вот таким вот образом, ну, проявляет, и слава Богу за это, да, вот. Но на тот момент это было так, и история она о том, что когда вот это все произошло, был один мужчина, который отвел своего сына в школу, начальную школу. И когда все это произошло, и просто, ну, там люди говорят, что просто трясло. В домах трясло. Даже одноэтажные дома, они как бы разрушались. То есть, где вот эпицентрум, то есть, там буквально уходило под землю, да, толчки настолько сильные были. И он прибежал к школе, когда, да, уже к какому-то, на прошествии какого-то времени, и вся школа, она была разрушена полностью. И он просто знал, да, ну, как бы дошколята, они сидят всегда в одном классе, ну, начальные, не дошколята, а начальные классы, да. И этот класс, он располагался там где-то в углу здания, он знал, где этот класс находится, вот они как бы развалины. И он просто ринулся, и он начал как бы разгребать все руками. Я не знаю, кто-то говорит, там, ну, люди там домкраты приносили, но больше никто, вот, на этой школе никто не работал, все просто стояли в ужасе, да. Кто плакал уже, кто там это. И к нему подходили, но сначала думали, что у человека шок. Да, что, типа, ну, пойдем, как бы все кончено. И он говорит, помогите. Если не помогаете, ну, как бы это. И вот разные источники, знаете, я не знаю, ну, как-то пишут, я не знаю, как это поверить. Он работал, написано, 38 часов, да? Не знаю, вот, с перерывами это. Ну, понятно, что человек не может просто физически, да, больше суток таскать, например, что-то, разгребать. Ну и каменные, где-то балки могут быть. То есть он что мог, просто голыми руками. Он разгребал эти, вот, то есть прошли сутки. То есть, может быть, он отдыхал, я не знаю. Может быть, спал. На следующий, да, то есть, если, например, ну, начал где-то в 12 час дня, сутки, да, следующий, да, и, то есть 36-38 часов это ночь следующего дня через сутки. И тогда еще не было, знаете, вот такого понятия, как сейчас, вот, например, делают, когда завал разгребают, там есть минута тишины, когда вся работа, она останавливается, да, и все слушают, ну,
подаст ли кто-то голос, да, чтобы знать, где люди и там это. Тем не менее, вот, несмотря на все это, да, говорят, что спасли более 40 тысяч человек из-под завалов вытащили. То есть 25 тысяч погибло, но спасенных было тоже очень много. Ну, в смысле, вытащили. И вот здесь, как бы, да, он тоже он копал, и то есть вот, на 38-й час он услышал детский голос. И он там, по своему там, Арману звали мальчика. Он, Арман, ты? Он говорит, папа, это я. Вы представьте, и то есть он разобрал вот эту дырку, и он говорит, иди сюда, сынок. Он говорит, подожди, здесь у нас много. И, там разные вот источники, я так понял, что класс был 37 человек, вот 14 человек выжило. То есть 14 детей он достал оттуда, да. И когда он этого хотел сначала выдернуть своего сына, он говорит, па, я знаю, что ты меня заберешь. Здесь просто есть еще вид. И вот он как бы вытаскивал этих детей, вытащил, и последним был его сын. И потом, когда он разговаривал с ним, он ему говорил, что, представьте, дети реализовали, да? Время оно идет, и ничего не видно. То есть, видимо, я не знаю, что было. И он говорит, что я просто говорил, что папа обещал, что меня заберет. Он со школы его всегда забирал, он говорит, папа мне сказал, что он за мной придет. Поэтому, не переживайте, нас достанут. Нас найдут. 14 детей достали, да? Потому что отец, я не знаю, да, все говорило против. Казалось бы, да что я могу, там, своими руками. Но отец, он пообещал, да, что я приду за тобой, и он пришел, он его выкопал, он его достал. Знаете, в последний день, когда Иисус он придет, будет трубный звук, голос архангела, да? И миллионы, они воскреснут из могил. Потому что Иисус, Он обещал, Он придет. Потому что Отец нам обещал, что Иисус придет. Аминь. И если у людей, это вот такое, да, Бог, Он не человек. Он точно исполнит. Аминь. Вот на этой ноте я не хотел бы на вас нагонить от всего такого, но просто если человек, он обещал, он сделал, не уповать ли нам на Бога? Да? Давайте мы встанем и помолимся. Заканчиваем. Отец Небесный, благодарим Тебя за милость Твою, благодать Твою, Господи. Дай нам не забывать это, что у нас есть Дух Святой, что у нас есть сила. Дай нам пользоваться этим. Пусть у нас будут плоды Духа в жизни, Господи. И пусть никто не вешает нос, какие бы преграды не были, Господи. Пусть будет мир и спокойствие в сердце. Потому что, несмотря на все трудности в этой жизни, мы знаем, что Ты приготовил нам нечто лучшее. Ты обещал, что Ты заберешь нас, что мы будем с Тобой в вечности. И мы ожидаем и уповаем на Тебя, на всемогущего Бога, который создал эту небо и землю. И да не будем мы постыжены, Господи. Но дай нам иметь эту радость в сердце. Помните об этом. И пусть это будет ободрение для всех. Аминь. Аминь. Хорошо. И сейчас у нас такая, прошу вас пока не уходить, у нас также первое воскресенье месяца, и мы поздравляем именинников, тех, кто праздновал день рождения в прошлом месяце у нас, какие у нас есть. И также я бы хотел вам сказать, и вот пока на камеру тоже, что добро пожаловать в следующее воскресенье. У нас будут гости, то есть наш епископ Андрей с Владивостока, и также гость с Петропавловска-Камчатского. И я не знаю, кто будет из них проповедовать, но кто-то будет, я надеюсь. Поэтому добро пожаловать. И давайте поприветствуем, или поздравим тех, кто у нас в кого день рождения был. Приветствую, драгоценные.
Наше будущее. Я совсем забыл еще. У нас немаловажная часть нашего служения – это десятинные пожертвования. Мы сейчас будем поздравлять. Нет, вы не садитесь. Можно попросить, вы не собирались же? Можно какую-нибудь пару видео пустить здесь, да? И просто хотел сказать тем, кто смотрит, что мы можем делать это также онлайн, в электронном виде. Поэтому Господь пусть благословит вас, всех, кто дает. Хорошо? Я просто не хочу оставить вас без таких благодарить. Послужить Господу этим также. Хорошо? Еще раз приветствую вас, драгоценные. Мы сегодня поздравляем именинника, кто родился в январе. Это начало Нового года, 2022 года, да? Начало года. И вы знаете, в январе очень много у нас именинников, слава Богу. Если кто сегодня здесь и в церковь